Мы сегодня все находимся в состоянии войны с болезнью. Пандемия против полиции, что называется, открыла второй фронт. С началом самоизоляции правоохранители перешли на усиленный режим, а весь личный состав вышел из отпусков. Как докладывают, криминальная обстановка остается под контролем. Почти 20% рост преступности, как успокаивают, пугать не должен. Текущее состояние оперативной обстановки. Я сразу оговорюсь, обстановка за это время никуда не взлетела. Из-под контроля правоохранительных органов не выходил. На непрогнозируемых скачков, но в статистике нет. Вот, нередко цитируемый афоризм. Статистика как бикини, интересно, что она показывает, но самое интересное то, что скрывает. Вот описываемая статистика рост за первый квартал скрывает, во-первых, увеличение числа краж, в первую очередь кредитных, с банковских счетов в отношении электронных денежных средств и мошенничество, совершенных с использованием средств связи сети интернет. По данным МВД, в период самоизоляции, когда людей на улицах стало меньше, преступления тоже стали сокращаться, кроме кибер. В период проведения режимных мероприятий с 19 марта по день сегодняшний я отмечаю все те же причины роста. По ряду серьезных составов также зафиксирован серьезный спад. Разбойных нападений, гораздо меньше грабежей, краж и угонов. Мошенничество происходит и на почве самоизоляции. Появляются дельцы, готовые продать поддельные справки от работодателя. Придумали способ, как обойти систему СМС-пропусков. Люди просто стали хитрить, пересылать друг другу эти СМС-сообщения, называя в контакте своего телефона, своего друга вместо фамилии, имя, отчества, указывая номер, это 2590, этот друг уже шлет добро на выход. Но мы вели свою внутреннюю кодировку. На сегодня в Татарстане выявлено более 5000 нарушений самоизоляции. Часть дел уже дошла до судов. Напоминаем, что вся проводимая работа нацелена исключительно на предотвращение завоза и распространения коронавирусной инфекции. Правоохранители предупреждают, патрули есть не только на центральных улицах, но и в спальных районах. Увидеть нарушителей помогут и камеры видеонаблюдения. Дмитрий Аяринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа гасыр каналында дөнья күргән җылы эзлижоннар фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар соравы буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.